حقيرة مقيرة غامرة غدوك حدوخة مدوخة غكورة غدوك. О праздновании 1000-столетия крещения Алании. В связи с участившимися последние годы попытками всякого рода алановедов исказить историческую действительность в пользу отдельного взятого народа на Северном Кавказе, возникла обоснованная необходимость расставить все точки над «и» в этом вопросе. Дело в том, что попытки эти сегодня зашли так далеко, что на их фальшивой основе стали появляться на свет различные указы и распоряжения, под которыми стоят подписи первых лиц страны и других государственных руководителей. Речь идет об указе номер 480 от 14 октября 2017 года о праздновании 1000-столетия крещения Алании, подписанное Владимиром Владимировичем Путиным и последовавшее за ним распоряжение правительства Российской Федерации номер 194-П от 9 февраля 2018 года, утвердившего состав оргкомитета по подготовке и проведению этого мероприятия в 2022 году. По странному стечению обстоятельств в состав оргкомитета, наряду с совершенно далекими от аланской тематики чиновниками, вошли только представители осетинского народа, неистово продвигающие ложную идею, инициированную еще в первой половине 20 века Сталином, и подразумевающихся закрепление права на аланское наследие только за осетинами. Эту сталинскую идею из нафталинового ящика забвения в начале 90-х достал кровавый лидер Осетии того времени Ахсарбек Галазов. При этом лоббисты, в скобках, сталинских идей постарались и притворили в жизнь сейчас фальшивые идеи, привязав через дефис к названию республики приставку Алании. Притворили не только вопреки здравому смыслу, но и не посчитавшись с аргументацией и объяснением специалистов в сфере этнографии и истории. Вот что описал в своем письме историк-алановед Кузнецов, обращаясь к президенту Республики Северная Осетия Галазову. На днях стало известно, что Верховным Советом РСО принято решение о переименовании Республики Северная Осетия в Республику Северная Осетия Алания, что якобы должно содействовать консолидации осетинского народа. Пользуясь правом не только нашего с вами доброго знакомства и сотрудничества во время пребывания в корпусе народных депутатов РСФСР, но и как историк-алановед и автор 10 монографий по аланской проблеме, хотел бы кратко изложить свой личный взгляд на акт этого переименования. Идея о переименовании Осетии в Аланию, следовательно и осетин в Алан, возникнул примерно 4 года назад и с тех пор усиленно муссировались в определенных кругах интеллигенции республики. Были газетные выступления, в том числе историка Гутного и филолога Гуриева. Я однозначно высказал свое отрицательное отношение к этой идее в своей статье «Осетия или Алания», опубликованной газетой «Социалистическая Осетия» 23 ноября 1990 года. Там же изложена научная аргументация моих возражений. Насколько мне известно, эти аргументы и возражения никто не опроверг. Суть моей аргументации состоит в том, что самоназванием аланских предков осетин не был термин «аланы». В этом качестве выступал иной этноним – «ассы». Достоверные, неопровержимые сведения об этом содержатся у авторов 13-14 веков Гильома Рубрука, Планов Карпини и Асафата Барбаров, лично побывавших на Северном Кавказе и общавшихся с аланами, пишет Кузнецов. Однако, в ответном формально вежливом письме ученому Галазов сквозь зубы пояснил Кузнецову, что в научном плане спор шел не только в среде ученых с вашим участием, но и в широких кругах интеллигенции и населения республики. Большинство склонялось к решению вопроса таким образом, каким это произошло. Вот так, манипулируя якобы общественным мнением, Галазов этим пояснением частично реализовал сталинскую идею аланизации Осетии.
Пояснением примерно таким же, какой в январе 2009 года на так называемом съезде ингушского народа сделал новоназначенный президент республики Юнусбек Юркуров, который, обращаясь в полупустой к концу съезда зал, произнес буквально следующее: «Что бы вы тут ни говорили, решение принимаю я». Очередную попытку научно объяснить абсурдность приставки «Алания» к Осетии в ноябре 2010 года сделал главный редактор газеты «Отчизна» В. Баскаев, обращаясь к главе РСО Мамсурову. Сославшийся на имеющиеся у него архивы письма и документы, Баскаев с тревогой спросил Мамсурова: «Пока не поздно, и пока осетины не стали предметом научного поиска, избавить республику от этой приставки. Как осетин, как патриот своего народа, я не желаю, чтобы наших потомков рано или поздно размазали на доске невежества», сообщил он. Но отдельные призывы к благоразумию среди заразившихся аланоманией пока не находят ответа. Сегодня мы видим, как лоббисты идеи осетины Аланы шаг за шагом пытаются утвердиться на этой зыбкой для них почве. Зыбкой, несмотря на кремлевскую поддержку, которую лоббисты добились с помощью президентского упомянутого указа номер 480 о праздновании 1100-летия крещения Алани и последовавшего за ним распоряжение правительства номер 194, утвердившего состав оргкомитета по подготовке и проведению этого мероприятия в 2022 году. Однако хотелось бы знать, к чему такая спешка, что побудило людей, лоббирующих данную инициативу, за 4 года до 11-векового юбилея столбить за собой, в кавычках, таким образом право проведения мероприятий. Ведь в состав оргкомитета включены люди и довольно немолодые. И неизвестно, доведется ли им, мягко говоря, быть во здравии, чтобы произносить праздные тосты по случаю крещения. К тому же, если взять рукописи персидских арабских летописцев Ибн Хасан аль-Масуди и Али ибн Русте, которые целенаправленно путешествовали по территориям, известным нам сегодня как Южный и Северо-Кавказские федеральные округа и Закавказье, описывая в своих дневниках все особенности быта, характера, живших тогда на этих земных людей, то можно сделать недвусмысленный вывод о том, что в Алании жили не только христиане, но еще и иудеи и мусульмане. Аланские монархи были приверженцами этих трех конфессий, в то время, когда те, которые сегодня стремятся подмять под себя наследие Алан, до сих пор остаются язычниками по сути. К счастью, среди них есть и люди здравомыслящие. Вот что пишет Тимат Закаева в самом начале своей нашумевшей книги «Осетины в плену у Алан». Сложившаяся и принятая официально осетиноведами формула осетинского этногенеза выражена в следующей цепи племенных образований: скифы, сарматы, аланы. За цепью водяным знаком располагаются арийцы. Они предшествуют скифам и отождествляются с аланами, которые и считаются непосредственно предками осетин. Неискушенному читателю формула кажется то ли слишком длинной, то ли немного даже разнородной. И в то же время, как будто чего-то в ней недостает. Соли, что ли, или каких кавказских пряностей. Разобраться во всем этом трудно, и читатель вынужден сам отправляться в поиски. Читатель не против. Но когда еще забредешь в такие дебри, в самую историю? История – это не то, что было, а то, что мы знаем о ней. И в последней главе своего труда Закаева, повторяясь, уточняет, что множественное тождество арии, скифы, сарматы, аланы, рассматриваемое как соединение воедино предков осетин, мне предоставляется весьма искусственной и даже нелепой конструкцией. Это сплетение не учитывает происходившие процессы в истории. Не то, что все эти сегменты одновременно в одной этнической сущности не могут находиться, могут, но в результате скрещивания и перехода отдельных свойств на какой-то один этнический остов. Каждый из сегментов отражает собственную исходную природу, и она различна у всех. А вот еще мнение нашего современника, известного этнографа, доктора исторических наук Виктора Шлирермана. Его работе «Национальные символы, этноисторические мифы и этнополитика». Сравнительный анализ позволяет выделить несколько разных моделей, которые имеют предпочтительное нахождение у тех или иных народов. Для украинцев, например, характерно
автохтонная модель, утверждающая, что их предки жили на Украине не за памятных времен. Идеологам пантюркизма более всего подходит модель Чингисхана, делающий акцент на великие подвиги предков-завоевателей. Тем самым, ради славного прошлого, они иногда готовы пожертвовать территориальными аргументами. Осетины пытаются совместить автохтонную модель с моделью Чингисхана, чтобы и территории за собой закрепить, и славное древнеиранское прошлое не потерять. Модель Гуликова-Януса, Скопта. Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым обратиться к президенту Российской Федерации, правительству Российской Федерации и единым голосом кавказских автохтонных народов, карачаевцев, балкарцев, осетин-дегорцев, а также ингушей и чеченцев, с требованием более ответственно отнестись к историческим фактам, чтобы предподписываемые указы о праздновании важных исторических дат имели под собой твердое основание. Резолюция Совета Тайпо-Ингушского народа по поводу намерения властей Российской Федерации праздновать 1000-летие крещения Алании в Северной Осетии и не включение в состав оргкомитета по подготовке и проведению этого мероприятия в 2022 году представителей других национальностей Северного Кавказа. Мы обращаемся к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, представителям коренных народов Северного Кавказа, представителям национальной интеллигенции, этнографам, историкам. Поводом для данного обращения стали участившиеся попытки фальсификации исторической действительности и подмена фактов представителями одной этнической группы, претендующей на роль наследника аланской культуры, в ущерб интересам настоящих потомков этого древнего народа. Первое. Признать факт, что к историко-культурному наследию средневековой Алании прямое отношение имеет целый ряд народов многонационального Северного Кавказа. Это отражено имеющейся на данный момент истории Алании и не подлежит сомнению. Алания – это союз племен, а не одна национальность. Второе. Признать, что Алания являлась как полиэтнической, так и поликонфессиональной страной, где исповедовались христианство, ислам и иудаизм. Третье. Правительство Российской Федерации рассмотреть вопрос дополнительного включения в состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника 1000-летия крещения Алании представителей субъектов Федерации, прошлое которых непосредственно связаны с подлинной историей Алании. Четвертое. Призвать руководителей субъектов Северного Кавказа обратиться к вопросу включения в состав комиссии представителей других национальностей Северного Кавказа, народы которых считают себя потомками Алан, президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации, министру культуры Российской Федерации. Пятое. Представителям творческой интеллигенции, историкам, этнографам принять активное участие в разоблачении фальсификации истории народов Северного Кавказа лжеисториками угодно одному народу, довести свое мнение по этому вопросу до федеральных властей. Совет Тайпо-Ингушского народа 27 марта 2018 года.